К другим темам. Памятник на народные деньги планируют поставить в Аргаяшском районе. Там хотят увековечить память 112-й кавалерийской дивизии. Ее бойцов называли всадниками Победы. Чем они прославились и где планируют установить монумент? Репортаж Льва Биткова. Место для будущего памятника нам показывает молодой мужчина в футболке с надписью «Минбашкорт», что в переводе означает «Я башкир». Именно Юсуп Кунакбаев и стал инициатором проекта. Пока здесь просто небольшой березовый лесок, но уже к концу года должен появиться целый мемориальный комплекс. Монумент бойцам легендарной 112-й конной дивизии планируют установить на въезде в село Аргаяш. Соединение было сформировано в Уфе в конце 1941 года. На 80% оно состояло из башкир, на 14% из татар, в том числе и жителей Южного Урала. Знаем, что уходили отсюда, формировались отсюда, с Аргаяша, с Кунашевского военкомата, с Аргаяшского уходили. Знаем об этом. Но до конца еще списки мы все не можем поднять. Всадники Победы, как их назовут позже. За годы войны дивизия прошла от Дона до Эльбы. Эти кавалеристы умудрялись побеждать даже танковые подразделения. 4000 бойцов награждены орденами и медалями. 78 воинов стали героями Советского Союза и 5 полными кавалерами Ордена Славы. Для этой дивизии старейшины сел отбирали лучших молодых людей. Сильных, грамотных, честных. С войны вернулся только каждый 10-й. Активисты попросили у администрации Аргаяшского сельского поселения 3 сотки земли под мемориал. Им выделили все 12. Центральной частью монумента станет чугунный барельеф всадника. Его изготовят в Кослях. Одной рукой боец заносит саблю для удара, а другую распростер для объятий. Это символизирует то, что кавалеристы были готовы погибнуть в бою, но при этом всегда хотели мира. Барельеф будет закреплен на 7-метровом камне, который достанут с дна 20-метрового карьера. Объем необходимого камня для будущего памятника 24 кубометра. Вот это примерно 1,5, ну может быть 2. То есть в 12 раз больше. Глыба будет состоять из 3 частей, каждая весом 25 тонн. И вот этот кран, он на самом деле маленький. Он не сможет поднять такой вес и придется задействовать большой. Постамент в Аргаяш привезут за 500 километров с Султаевского месторождения. Только здешний гранит обладает необходимым красивым пепельным оттенком. Любой гранит, он имеет свой рисунок, свои оттенки. Но вот данный этот гранит, у него много кварца, и он как бы такой ляпистый, леопардового цвета получается. Особенно в обработке, когда идет он, вот, полировки. Очень красивый. Проект реализуют на пожертвования. Причем для этого памятника бизнесмены многое делают либо с хорошей скидкой, либо вообще бесплатно. Например, камень активистам просто подарили. Предполагается, что комплекс с годами будет расти. Здесь же под открытым небом планируется открытие музея 112-й дивизии. Лев Битков, Николай Махиня, Вести, Южный Урал.